Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что происходит у вас за спиной? Чего вы не видите, о чем не знаете? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, кроме того, что сейчас от нас скрыто, то слышать и узнать. О, Господи! Тут такая зависть идет. Страшная, черная, так много зависти. Тяжелой пеленой на вас ложится эта зависть. Завидуют вам очень сильно. Здесь человек, знаете, как и не спит, не ест, кстати, ни один человек. Вот сразу вас предупреждаю. Не спит, не ест, все думает о вас, все за вас, знаете, как переживая, да, что у вас там чего-то много, либо что у вас в семье все хорошо, что здоровье у вас крепкое, что, слава богу, работа, например, есть, да, что есть что покушать, что выпить, что детки есть. Прям зависть вот всему завидуют. Вот каждой мелочи завидуют. Вы скажете: Господи, да чему ж завидовать? Да, у меня жизнь самая обычная, ничего особо и нету. Завидуют. Зависть, смотрите, идет со всех сторон. И на работе могут вам завидовать, и родственники могут завидовать, и соседи, и даже друзья. Понимаете? Вот такая зависть черная идет. И смотрите, больше всех завидуют те, кто больше всех о вас знает. Знает, с каким трудом вам удается концы с концами связать. Как не просто вам, там, например, чего-то добиться, что-то получить. Вот они прям завидуют. Вы эту зависть чувствуете. Эта зависть, она действительно на вас ложится, поскольку она очень сильная, ее много. Она ложится вам на плечи, она давит вам на грудь. Она затуманивает вашу голову, она заставляет вас бояться, она заставляет вас сомневаться. У вас какое-то вот внутри чувство волнения идет, а вы его объяснить не можете. Вот почему я волнуюсь, почему мне так плохенько становится. Все из-за зависти. Да? Зависть очень сильная. Я не помню, на этих отсыпках говорила, наверное, на другом канале говорила. Защитить себя можно элементарно от зависти. Банальная булавочка, приколотая к одежде, уже надежный защитник и помощник от завистников. Она копейки стоит, эта булавочка. Пожалуйста, к себе цепляйте булавочки, и пусть они у вас будут, пусть они вас защищают. Прям совсем просто. Подцепили булавочку и ни о чем не думаете. Если расстегнулась булавочка, спокойненько берете ее руками, застегиваете и выкидываете. Все, цепляете на то место новую. Если булавочка расстегивается, значит взяла на себя максимальный удар, да, максимальный вот этот объем зависти. Защитила, уколола в глаз того, кто завидует так сильно, кто зла желает. Вот все, мои хорошие, так просто, булавочка. Хотите какой-то оберег себе, либо сделайте, либо приобретите. Также красивые, яркие элементы в одежде тоже помогают, да, они привлекают этот черный взгляд. И вот вся злоба в этот элемент одежды впитывается. Ну и вас, соответственно, защищает. Вижу, что плохенько вам в последнее время. И дела не клеются, не ладятся, и здоровье как-то сдает. У кого-то бессонница, сны плохие могут мучительные сниться. Все зависть. Зависть. Это, знаете, как можно сравнить с иммунной системой. Когда идет атака там, вируса либо бактерии, иммунитет, иммунные клетки начинают защищаться. Да? И у человека температура может подниматься. Человек себя вяленько чувствует, там, аппетит пропадает. Потому что аккумулирует организм все свои силы на борьбу с вирусами либо бактерией. Вот. А у вас, получается, ваша энергетика вся вот стягивается на борьбу с этой завистью. И поэтому вы тоже себя так ощущаете не очень комфортно. Дело, что у вас очень сильное чувство тревоги в последнее время. Тревожитесь,
по поводу и без. Сами себе объяснить это не можете. Даже какие-то панические атаки могут происходить. И вот сон. Сон мне ваш тоже не нравится. Зависть идет, постоянная зависть. Хоть вы говорите, хоть вы молчите о себе, все равно завидуют. Знаете, такое впечатление, что даже вот самому вашему существованию уже завидуют. Хотя жизнь у вас не мед и не сахар, далеко не мед и не сахар. Ну, вот такие бестолковые, злобные люди вас окружают. Самое страшное, что у кого-то родственники такие, беспринципные, наглые, злобные и завистливые. Прям совсем вам не повезло, да, что такие родственники у вас. Ладно, я вам сказала, что делать. Вот банальная булавочка. Просто к себе цепляете, и она вас защищает, она вам помогает. Совершенно копеечное средство, которое действительно работает. Вот от чистого сердца с вами делюсь и говорю. Пробуйте, пробуйте, будете себя чувствовать гораздо легче и проще. Ну и не забывайте практиковать домашние чистки, самочистки, свечой, солью, ну как вам удобно. Видите, здесь формируется куриная лапка. Если этих завистников не останавливать, у них развяжутся руки. Вплоть до того, что даже пойдут на вас там магию заказывать. Понимаете, вот настолько даже зависть уже душит. Эта жаба зависти душит. Видите, вот формируется. Как в зародыше еще эта куриная лапка. Но тем не менее, люди в зависти способны на самые гадостные и пагубные вещи. Вообще паршивое это чувство зависть. Да, вам завидуют постоянно. Чем бы вы ни занимались, как бы вы ни жили, с кем бы вы ни жили, все равно завидуют очень сильно. Так, еще за вашей спиной. Ну, у кого-то отыграется, что мужчина куда-то похаживает, захаживает, похаживает. Я не вижу здесь другую женщину, но вижу, что он втайне от вас где-то бывает. Это может быть и муж ваш, и сын, например. Ну, как бы мужчина близкий. Вот он от вас скрывает место, куда он постоянно заходит, приходит. Может быть, это место какое-то игровое, да? Может, это какая-то пивнушка, да, с друзьями там сидит. Может быть, еще что-то. Ну, куда-то он похаживает. Может быть, даже и другая женщина. Ну, понятно, что у каждого будет по-своему. Он вас обманывает, вы это чувствуете. Но как доказать, поймать за руку не можете. Похаживает. Знаете, что еще вижу? Что если вы будете понастойчивее и прям пожелаете узнать правду, вы правду узнаете. Вот прям веет от этой отсыпочки какая-то мощная энергетика. Энергетика очень родная и знакомая. Вот. Вижу, что есть у вас такие способности привлекать исполнение в свою жизнь. И плохое, и хорошее можете привлекать. Вот если вы загадаете, вот узнать всю правду, что он от меня скрывает, где он бывает, с кем он бывает, вы все узнаете, вы все поймете. Прям информация сама придет. Либо он придет, упадет на колени и скажет: вот грешен перед тобой, да, в игровые автоматы ходил, либо там с друзьями где-то бывал. То есть есть такое, можете узнать. Если захотите, все узнаете. Но он похаживает. Не часто, не регулярно, но есть такие моменты. Очень сильно боится, что вы узнаете. Очень боится, что не то подумаете. Либо еще обвините там в чем-то, пришьете ему. Ой, очень боится. Но все равно, видите, рискует. Не часто, но рискует. Дальше. Вот здесь люди очень часто вас обсуждают. Люди, с которыми вы достаточно мило, приятно, тепло общаетесь. Это могут быть ваши соседки, это могут быть ваши подружки, это могут быть ваши коллеги на работе. Вот они вас любят пообсуждать. Как бы и завидуют, наверное, но больше как вот обсуждение, что в чем вы одеты, что вы там сказали, что приготовили, что там купили, приобрели. Да? Такое обсуждают. И есть среди этих женщин одна прям такая крупненькая женщина, корпулентная, да, крупненькая, прям как-то неприлично звучит, корпулентная женщина, которая их постоянно гоняет, заставляет их языки прикусить, да, и говорит: вы что, с ума сошли, вы зачем ее обсуждаете, вы что за сплетницы такие? Вот она их все время ругает. Вот эта корпулентная женщина, она к вам очень хорошо относится, она очень порядочный человек, немножко такая суровая, бровки у нее всегда такие хмуренькие, но она к вам очень хорошо относится, и прям нравитесь вы ей, нравитесь как человек, нравится, как вы живете, нравится, что вы совестливая, что вы добрая, безотказная. Вот она вас защищает, и этих вот девиц гоняет, когда они начинают о вас говорить. Да, есть у вас защитник, вот, чтобы вы знали. Ну, а женщина сама по себе, конечно, такая холодненькая, да, по ней и не скажешь.
Испытывает она симпатию к человеку, нравится ей человек, либо нет. Ну, такая. Но к вам очень хорошо относится. Дальше. За вашей спиной здесь какие-то дела творятся. Люди что-то могут получать, либо добывать, либо на что-то претендовать. А вам об этом не говорят. Не говорят, потому что боятся, что им меньше достанется. Опять же, какие-то ваши знакомые, родственники где-то куда-то ходят, что-то получают, либо на что-то претендуют. Может быть, там где-то записались, в очередь стали. А вам об этом не говорят. Не говорят, а вы сердцем чувствуете, что что-то не договаривают. Не говорят по одной простой причине. Боятся, что им меньше достанется. Либо, может быть, в принципе, у вас больше прав на получение какой-то помощи, каких-то субсидий, опять же, обретения чего бы то ни было. Поэтому хотят как конкурента устранить. Очень глупо, и все равно вы узнаете, все равно вы все поймете. Дальше здесь двух мужчин показывают, которые постоянно из-за вас ссорятся, ругаются, ссорятся, ну чуть ли не дерутся. Может быть, это ваш муж и сын, например, да? Может быть, они не родные друг другу, но при вас они такие идеальные, там друзья, все, папа, сын. Как только вы, например, там уходите, дверь закрывается, они начинают ссориться, ругаться. Ругаются и ссорятся из-за ревности. Каждый по-своему ревнует. Значит, договориться они не могут. Но для вас они разыгрывают эту роль, что у них все хорошо. И также, возможно, это два мужчины, они там друзья, либо коллеги, и вы им нравитесь. И вот они все никак не могут решить, кто за вами должен ухаживать, да, кто больше вас достоин. При вас эти люди очень милые и обходительные, то есть друг другом они не ругаются. Как только вы уходите, все, начинается там за грудки друг друга хватают, и каждый кричит: «Она моя, да, я буду драться». Да, девчонки, вот если бы вы могли это увидеть, вы бы потешили свое самолюбие. Вот точно вам говорю. Если в семье муж с сыном ругаются, то тут, конечно, нужно какие-то меры предпринимать. Вы знаете, они оба вас любят и оба к вам очень хорошо относятся. Вот почему скрывают? Потому что не хотят вас расстраивать. Можно вам как-то следует этим воспользоваться, либо эту тему обыграть, да, чтобы они даже без вас тоже не ссорились. Ну, все возможно. Вы понимаете, вы здесь императрица, и вся власть в ваших руках. Просто вы об этом не знали, хотя, может быть, сердцем чувствовали. Но вот такое происходит. Так, здесь обман в деньгах. Здесь вам либо не доплачивают, либо у людей деньги есть, но они вам их не отдают, рассказывая вам грустные истории, что там денег нет, голодаем, там еле как ноги волочим, потому что 3 дня не ели, да, какие-то истории грустные рассказывают. А деньги у людей есть, карманы полные, тугие, набитые. Люди живут на широкую ногу, ни в чем себе не отказывают. А при вас прям сироты убогие, да, которые вот прям всего лишены, на каких-то, я не знаю, мусорках питаются, да, потому что денег нет. Явно кто-то вам голову морочит, здесь не один человек. Если вы ведете свой бизнес и у вас есть клиенты, могут быть среди ваших клиентов такие вот, которые прибедняются, постоянно просят скидки, дискаунты, просят отсрочки в платежах, да, при этом деньги у людей есть. И то же самое, например, если у вас есть должники, либо работодатель, кстати, да, вам могут не доплачивать, вам могут несколько месяцев подряд не платить и говорить, что вот денег нет, проблемы у фирмы, там долги у фирмы, либо вот работу потеряли, денег нет. Мы заплатить не можем, да, в таком ключе информация. Хотя люди прям богатенькие, да, при деньгах. Может, не богатенькие, но при деньгах точно. То есть они почувствовали, что вы добрая душа. Как по вам видно, да, по вам видно, что вы добрая, что вы доброжелательная, что вы не меркантильная, что вы понимающая, да, такая вот прям милосердная женщина. И вот они на это давят, а вы жалеете этих людей? Вы правда их жалеете? Вам и в голову не приходит, что люди могут вам врать? Вот прям присмотритесь к тем, кто просит у вас скидки. Кто постоянно говорит: ой, я потом доплачу, я потом заплачу. Либо говорит о том, что есть проблемы и не платят ваши честно заработанные, да, особенно на работе. Вам врут. Вам врут и от вас эти деньги утаивают. То есть как бы за ваш счет получается, да. То есть вам за работу не платят, при этом человек себе в жизни там ни в чем не отказывает. Как-то прям совсем некрасиво. Некрасиво, но вы и сами в этом отчасти виноваты. Слишком вы добрая, слишком вы понимающая, слишком открытая.
Вот. А за свое, конечно, нужно драться. И свое не стоит никому не отдавать, не прощать, не забывать. Кто у меня бизнесом занимается, вот у вас из-за этого проблемы могут быть. Когда человек вам за работу не платит, либо платит недостаточно, это прям тревожный сигнал. И получается, что вы сами себя обесцениваете. Вот. А зачем? Зачем тогда вам деньги, если вы такая благородная душа, готовы всем бесплатно все делать? Вот. Пожалуйста, подумайте об этом и всех своих должников потрусите, потому что деньги у них есть. Ну, и будьте построже к тем, кто постоянно скидки просит, либо не может заплатить всю сумму целиком. Вот прям построже будьте. Ну, либо, в принципе, откажитесь работать с этими людьми. Зачем вам это нужно? Вы время тратите, вы, извините, вкладываетесь по полной, а вам за это не платят. Ну, к чему это приведет? Ни к чему хорошему. Вот и все. Так, дальше, мои хорошие. Здесь конфликт. Конфликт острый был, либо в острой фазе был. А теперь все как будто бы закончилось. Вы ждете продолжения, либо вам кажется, что будет продолжение, но нет. Тот, кто с вами конфликтовал, как будто бы все понял про вас. Либо этому человеку про вас что-то рассказали. Здесь вижу, что человек нож, меч в ножны засунул. То есть больше конфликтовать не хочет. Не хочет. Тут либо понял, что ошибся и зря как бы вообще влез в этот весь конфликт. Либо человек вас теперь боится. Может быть, что-то про вас рассказали. Может быть, сказали, что нельзя ее обижать, иначе плохо будет. И человек такой думает, да, начал ее обижать, и в жизни проблемы начались. Здесь человек больше с вами не конфликтует. Человек теперь будет вас избегать, будет стараться не попадать вам на глаза, а даже если вдруг придется, то очень доброжелательно будет настроен в вашу сторону. То есть всем видом будет показывать, что нет, мы не конфликтуем, там никаких претензий к тебе нет, все хорошо, все уже забыто. В таком ключе. Здесь меч в ножнах, воткнут в землю, все, конфликт полностью исчерпан. Дальше, мои хорошие. Здесь маленький кусочек, я так понимаю, для кого-то индивидуально. Касается животное. Животное пропало из дома, из квартиры, скорее всего. Вы никак понять не можете, каким образом. Выпустили. Здесь вот четко читается «выпустили». Выпустили, причем как-то по-глупому. Да? Человек зашел, забыл дверь закрыть, дверь эта открылась, животное выбежало. Животное найдется, либо уже нашлось. Но вот выпустили, именно выпустили. Не специально, случайно, какая-то безалаберность, неосторожность. Такое, знаете, вот тяп-ляп отношения, и вот выпустили, да. Если не нашли, то обязательно найдется. Причем в ближайшее время. И именно кто-то из своих, из домашних, кто вхож в вашу квартиру, кто с вами проживает, именно этот человек выпустил. Выпустил, как-то, может, забыл даже, да, не подумал. Тут случайность. А вот здесь показывают человека, который вам проецирует холод. Такой прям, знаете, кусок льда, да, айсберг. Типа я айсберг, я холодный, я отстраненный, мне ничего не интересно, ты мне не интересно, ничего к тебе не испытываю. Но при этом, когда человек думает о вас, вспоминает вас, у него сердце разрывается, страдает и плачет. То есть какая-то напускная холодность, отстраненность и безразличие. То есть человек носит маску безразличия. На самом деле человек очень-очень из-за вас страдает. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что вы расстались. У других отыграется, что не случилось. Вот. Но вот это безразличие, оно, конечно, вас ранит. Ранит, вы никак понять не можете, как человек в один момент превратился в такого холодного. Вот. А я вам скажу, не превратился, он просто одел маску. Здесь явно чувства есть, чувства сильные, чувства, которые приносят в сегодняшнем дне, да, когда вы не вместе, приносят много страданий, но человек старается этого не показывать. На вопрос, почему так произошло, я вам честно отвечаю. Здесь человек испугался. Испугался отношений, испугался вас, испугался своих сильных чувств в отношении вас. То есть человека понесло, человек понял, что вот я пропадаю, я ни о ком другом думать не могу, я влюбляюсь, я теряю себя, я потеряю свободу. Знаете, такое какое-то бредовое немножко пошло.
И плюс еще какая-то ваша знакомая женщина, может подруга, может знакомая, может родственница, что-то такое ляпнула, что у человека просто вот крышу снесло. Да, здесь могли сказать, что вы там ищете богатого, могли сказать, что вы кого-то другого любите, забыть не можете. Да что угодно могли сказать, и вот у человека просто вот крышу снесло. Очень сильно этот человек испугался своих чувств и испугался того, что он вам не нужен. Вот. И решил, значит, не страдать, якобы в кавычках, да, и от вас отдалиться. Но при этом по вам сейчас безумно страдает. И вы, кстати, тоже страдаете. Знаете, если вы к нему подойдете, посмотрите ему в глаза и скажете о своих чувствах, я думаю, что это его равнодушие вот просто издует. Он не сможет себя сдержать, потому что к вам чувства сильные. Какая-то глупость, как-то вот расстались. Непонятно, почему так расстались, да? Вам обидно, что мужчина так себя повел, а я вам так скажу, может быть, это и к лучшему. Но представляете, если он так боится любви, если он, любя, может превратиться в кусок льда, да, либо вас вот этим льдом своим обдавать, а что будет дальше? А если он взбрыкнет? А если там какие-то сложности будут? Он что, просто как страус голову в песок засунет, а вы что, одна останетесь, сама будете все решать? Да, мужчина либо не готов к отношениям сейчас, либо мужчина психически нестабильный. И тогда, в принципе, он и не нужен. Вот, относитесь к нему как к больному, что тут скажешь. Да? Здоровый человек никогда так не будет себя вести, никогда не будет прикидываться равнодушным. При этом просто вот умирает, он умирает от тоски по вам. Сердце слезами умывается, понимаете? И при этом он такой холодный. Если он всякие глупости верит, вам не верит, а в глупости верит, грош цена тогда этому человеку. Вот правда, либо сейчас не готов к отношениям, либо он психически нестабилен, и ему нужно, может быть, время, чтобы пролечиться, в себя прийти. Со всеми бывает, все бывает, как-то так идет. Здесь какой-то человек за вашей спиной вас постоянно хвалит, расхваливает, в пример ставит. Но вам хороших слов не говорит, наоборот, критикует. Вот когда вы вместе общаетесь, этот человек говорит, вот, ты там такая, то не так, это не так. Да, в общем, рассказывают, воспитывают. Как только вы отворачиваетесь и уходите, он начинает вас хвалить, особенно перед другими расхваливать, в пример ставит, говорит, вы должны быть как она, либо стремиться к тому, чтобы быть как она. В таком ключе. Очень похоже на начальника, либо на родственника. Как-то вас, воспитывают, что ли, да, либо чтобы вы, темп не сбрасывали, да, то есть мотивирует критикой. И на самом деле очень хорошо относится, очень любит, восхищается и, опять же, все время ставит вас другим в пример. Вот. Вы на этого человека периодически обижаетесь и думаете, вот за что он так со мной? А вот у него такая мотивация, либо у него такой подход. Смотрите, придет тот день, придет то время, когда этот человек вам во всем признается. Скажет, почему он так себя проявлял, там какая-то причина надуманная есть, может быть, вы ее так и не поймете, но, по крайней мере, все выяснится. Сейчас за вашей спиной этот человек вас хвалит, а в лицо критикует. Такой вот он. Мужчина мне идет. Хотя, может быть, и женщина с таким волевым, сильным мужским характером. И так может отыграться. Здесь показано, что вы какую-то змею на груди пригрели. Змея, она хоть и небольшая по размеру, но прожорливая, понимаете, либо кусючая. Это женщина, может быть подруга, может быть и даже родственница. Эта женщина, она всегда себя проявляет вот как-то навязчиво сладко. То есть она там может хвалить, она может комплиментить, она может прибедняться, там говорить, ты же умнее, что же я без тебя, вот если бы не ты, да кабы, да, вот в таком ключе. Вот прям хочет втереться вам в доверие. А вы вроде как и не против, но с другой стороны что-то у вас, ёкает, срабатывает на нее. Вы таких приторно-сладких не любите. Вы любите людей естественных, прямых, да, без вот этой лишней, вот этой сю-сю-сю, да, вот это прям вообще вам не подходит. Но вижу, что ваша интуиция эту женщину считывает как опасную. Женщина может внедриться в ваш дом, внедриться в ваше сердце, в вашу семью, а потом какой-то финт ушами сделать, очень неприятный. То есть если вы в паре, в браке, может искушать вашего партнера. Также может что-то у вас вынести из дома, да, пойти на кражу.
причем чего-то хорошего, ценного, вам дорогого. Да. И при этом как бы она будет вот это блымать своими глазами, типа честными, смотреть на вас, говорить: нет, нет, ты что, это не я, да ты что, ты же для меня как это, сестра, как мать, да, вот такие слова будет говорить. Змея, она змея, и вы ее прям пригреваете у себя на груди, на сердце. Но она прям, да, надо сказать, напрашивается, умеет напроситься, умеет втереться в доверие. Надо как-то поосторожнее с этой женщиной. И с такими друзьями и врагов не надо. Знаете, вот так говорят. Мне почему-то идет эта ассоциация из потока. Значит, предупредить вас хотят, что прям совсем она нехорошая, недобрая. И добра от нее не жди. Больно может сделать, может укусить. Аппетиты у нее прям такие, знаете, серьезные, масштабные. Вы вообще вещи свои проверьте, все ли у вас на месте, все ли у вас в порядке. И спросите своего мужа, партнера, как она там глазки строит. Пусть он вам честно скажет. Потому что вижу, что что-то уже происходит, что-то она уже вот прям либо глаз положила, либо уже что-то сделала. Попыталась, по крайней мере, сделать. Прям совсем не нравится. Фу-фу-фу. Так, а здесь какой-то, ну, как обман идет, либо попытка обмануть. Вам, что ли, хотят что-то навязать, то ли что-то продать. Знаете, вот идет слово как втюхать, да? Хотят втюхать вам. Прям лапши на уши навесить, денежки у вас забрать и всякую непотребную вещь вам сплавить. Да, какой-то обман, подвох, подлог. Могут предлагать несуществующие услуги, ну, типа платите за воздух. И также могут пытаться продать что-то некачественное, никчемное, несостоятельное и абсолютно ненужное. Там будут рассказывать, что это какая-то чудо-супер-бупер вещь, которая все может, все умеет. И все, вот вы приобретете, и жизнь ваша прям сразу на 180 развернется. Будьте поаккуратнее с мошенниками в интернете, да и вообще с мошенниками по жизни. Прежде чем что-то приобретать, будь то вещь, будь то услуга, будь то какой-то сервис, поизучайте отзывы настоящих людей, посоветуйтесь с знающими людьми, да, которые, возможно, имеют более конкретный опыт в интернет-продажах, покупках, во всяких там услугах, в получении услуг, в оказывании услуг. Сравните, что происходит на рынке. Да, здесь нужно именно поработать, иначе могут обмануть. Денежки потратите, заплатите, а по итогу ничегошеньки не получите. Либо такую, извините, хрень получите, что потом еще голову будете ломать, что с этим делать, да, куда его выкинуть, на какую помойку тащить. Да, вот как риск, что вы можете действительно по своему доверию и доброте на мошенников нарваться. Будьте поаккуратней. И, пожалуйста, советуйтесь со своими близкими. Вот какие-то сомнительные моменты лучше посоветуйтесь. Одна голова хорошо, а две всегда лучше. Вот не забывайте. И еще за вашей спиной какое-то решение, одобрение, письмо, разрешение, может быть. Что-то уже готовится, либо уже готово. Вы еще об этом не знаете, но скоро обязательно узнаете. Совсем скоро к вам полетит, либо какое-то, как оповещение получите. Да, что-то хорошее произойдет. Здесь не о плохом, здесь именно о хорошем идет. Разрешение, документы, подтверждения, лицензии. Может быть, вы ждете чьего-то одобрения, резолюции, да, в таком ключе информация. Птица на низком старте показана, что уже одобрили, уже решили, уже подписали, просто вам еще об этом не сообщили, но обязательно сообщат. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.